Перекопанная дорога, отсутствие тротуаров, знаков, остановок, ежедневные аварийные ситуации. В общем, одни риски для безопасности здоровья и жизни пешеходов-водителей. Один из проблемных участков федеральной автодороги Кавказ в Ингушетии расположен в районе Гамурзиева рядом с учебным заведением. Здесь ожидалось расширение трассы, установка остановочных павильонов, тротуаров, знаков. Правда, строительные работы были полностью приостановлены в 2021 году. И вот спустя несколько лет ожидания 2 недели назад здесь вновь заработала строительная техника. Работы ведутся согласно обновленному проекту, по которому главгосэкспертиза страны дала положительное заключение в феврале этого года. Корректировка проекта велась с учетом выкупа земельных участков и строительства транспортных развязок. Сейчас дорожники производят срезку существующего земляного полотна на участке пикет 82, пикет 92 с последующим устройством нового. Частично уже разобрано земполотно, идет отсыпка слоев основания дорожной одежды. Вот. Также еще 2 участка, где мы сейчас работаем. Это участок, как у вас называют, крепости, пикет 72. Там, значит, было сейчас устроено земляное полотно, идет отсыпка слоев дорожной одежды. Дорожное покрытие необходимо расширить, проложить тротуары, установить знаки, запроектированные автобусные остановки. В районе пешеходного перехода у нас, значит, в сечении будет 3 полосы движения. Вот. 2 из которых слева-справа будут отведены под движение транспорта, который выезжает и заезжает в примыкающие улицы, подъезды. Вот. Также будет устроена подпорная стена, за которой будет местный проезд для обеспечения передвижения жителей, которые, население с прилегающей территорией, с трассы. Также будут установлены шумовые экраны. Реконструкция 26 километров участка федеральной автодороги Р-217 началась в 2018 году. Всего дорожники отреконструировали 20. По словам специалистов, причины приостановления работ были разные, в том числе выкуп земель, нехватка средств и необходимость корректировки проекта. Оставшиеся 6 километров дороги создают массу неудобств для местных жителей, влияют на качество жизни. Незавершенное строительство не позволяет спокойно передвигаться по своим делам, выезжать на проезжую часть, не светофоров, тротуаров для пешеходов, скотопрогонов. Каждый день 4, 5, 6 раз бол бежбы. Садики везер, школе везер, аптеки везер, тикет везер, балк везер. Уқыздани дехбян мардава хишастха. Бар километр, из километр некби беждет хо некада дехдан юхдуажуко. تا از دین عمل مسل دیهن داده حوال بس حین مخویهن سکوری پومشوری او کروک بیاقا چیز گزی یورتانی دای خیجه عن سودها باه نخ تيجي دوغن أستغي أجي وأطغ عليك سارج يديهم بزيرني بريخوديات هذي ياشكش عاتيها كرت حياة شلتها إيش فدت تسوق إيش باغ تخو داخدي هنا حنيالشي دينا 78 كيلومتر نقبي بس وزت خيول خش داخش يقضي هنا تسجل سيتافور تبلينتي حشو يزج كريبوستي سيتافور أيوه مقايندر واه يوغي شهت سياخ. Самой острой и больной темой остается незавершенная транспортная развязка на Икажевском перекрестке. Пыль, грязь, постоянные заторы, пробки, скандалы, столкновения. Этот участок стал причиной многочисленных ДТП, в том числе и с летальными исходами. Двухуровневую конструкцию должны устроить так же, как Магазскую, и работать она будет по тому же принципу. Установят ограждения, шумовые экраны, проложат тротуары. Произведен комплекс работ по переносу коммуникации. Также местными властями была отмечена необходимость в отдельном выезде со станции скорой медицинской помощи на транспортную развязку федеральной трассы. В новом проекте эти пожелания учтены. Завершены частично работы на Икажевском круге. Произведены подготовительные работы для производства работ по устройству подпорных стен будущей развязки. Развязка 50+14, она также осталась в своем проектном положении. Единственное, пошли на пожелания, на улучшение. Там было добавлено в корректировке дополнительная полоса для движения автотранспорта скорой медицинской помощи. В
Вопрос реконструкции дороги Р-217 на особом контроле главы Ингушетии. Он раскритиковал темп работ, приравняв подобное безразличие к халатности, которая привела к росту показателей аварийности. В январе 2024 года Махмуд Али Калиматов встретился с руководителем Упрдор-Кавказ Александром Лукашуком. Обратил внимание на строгое соблюдение сроков и качество строительства объекта. Слушай, столько беды на дорогах, да, и все, значит, а вот не говорят же про вас. Не говорят про Росавтодор. Глава, почему нету дороги, почему у нас не делается. И все это глава. Понимаете, в этой части я не то, что снимаю с себя ответственность. Все региональные дороги, да, мы это делаем. И у нас нет замечаний. Мы первое, второе место занимаем последние 4 года. Вы знаете, наверное, может. Конечно, мы же понимаете? с вами. Ну вот, я вам говорю, вот мы же делаем это, Игорь Анатольевич, сотрудник ГАИ, согласовано, что было, когда там реверсное движение, такое движение. То есть учтите, чтобы там не было потом дополнительных еще, понимаете, вопросов к нам. Это тоже учитывать надо. Тогда Александр Лукашук представил руководителю региона план дорожных работ. Отметил, что заключительные 6 километров автодороги будут реконструированы до конца текущего года. Когда чернила уже высохли, то есть все, можно уже приступать к работе. Готов за каждые сроки, которые указаны в дорожной карте, лично отвечать. Завершить дорогу Р-217 должны были в 2020 году. Многочисленные обращения в Упрдор-Кавказ, Федеральное дорожное агентство, Минтранс, заявления в прокуратуру. К таким отчаянным действиям привели незавершенные работы. Махмуд Али Калиматов подчеркивает, что сроки строительства ФАТ «Кавказ» затянулись и переносились неоднократно не по вине региональной власти. Это федеральный объект. Жители республики надеется, что установленный срок до конца 2024 года действительно станет крайним. В течение всех благоприятных условий мы постараемся это все завершить. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Магаз 24.